Газовики выявляют факты хищения голубого топлива, проводят профилактические беседы с абонентами, злостными неплательщиками, отрезают самовольно подключившихся, доводят до жителей информацию о последствиях незаконного потребления энергоресурса. К примеру, из-за несанкционированного подключения к газу неделю назад от сети отключили дом по улице 70 лет Победы. Человек обещал, что в течение недели он с нами заключит договор, после этого установит узел учета и будет после того, как заключит с нами договор, он будет подключен к газопроводу. Жителям напоминают о программе дегазификации, которая предусматривает подведение газа до границ земельного участка заявителя абсолютно бесплатно. Многих нет дома, другие просто не хотят общаться с газовиками на камеру. Это не столь важно, как то, что, к примеру, среди всех 1370 домовладений в селении Верхние Очелки законно пользуются газом только 880 абонентов. Остальные должны узакониться, привести в порядок свою газовые счета и узаконить. А что этому мешает? Вот 500 домов. Это мешает тому, что они не могут узаконить свои домовладения, земельные участки. Это недоработка глав администрации населенного пункта и районов. Они должны выйти с письмами, с требованиями правительства республики о узаконивании данных домовладений и участков. Только в этом случае они смогут решить свои проблемы. Выезд к следующему адресату у газовиков планировался несколько дней. Жительница улицы Заречная дозвонилась в национальную телерадиокомпанию и в ходе прямого эфира с приглашенными гостями, в числе которых был генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Назрань Альберт Ильянов, пожаловалась на нестыковку показаний. На несколько лет назад у меня была утечка газа, мне приехали, устранили и выписали наряд. Вот этот наряд они не включили в компьютер. И у меня идет, накручивая дальше показания счетчика. Потом я поехала со своими показаниями туда, чтобы разобраться. Они мне говорят, у тебя показания одни, а у них совсем другие. Я говорю, ну вот же мои показания принесла. Они мне говорят, что значит, ты счетчик крутила. Как я буду крутить счетчик, когда в моем доме проживаю я и 2 детей? Я не умею его крутить, мои дети тем более не умеют его крутить. Кто мне его будет крутить обратно? Они говорят, вот мои показания, внесите мои показания. Они говорят, нет, нам не нужны ваши показания, у нас свои показания по спутнику нам приходят. Вот у меня вот такая неразбериха. Сейчас у меня получается долг почти около 200 тысяч, и я не могу разобраться с этим горгазом. Я, как вдова погибшего сотрудника, по 50% скидки получаю субсидию. Вот субсидия получается тоже на 290 рублей на одного человека. Но я не могу погасить из-за то, что они дают летний период, и газ, и свет, и вода. Почему нельзя эту субсидию делать больше, почему вовремя не выплачивают, и почему не разбериха, что с газом, что с водой, что с энергосетью. Что касается размера субсидий и всего прочего, это не в их компетенции, пояснили газовики, уже навестив женщину по адресу, а счетчик проверили, и, как выяснилось, разница между их показаниями и теми, что женщина обозначила 2 дня назад, разнятся всего 20 кубами. То есть неисправность в счетчике не обнаружена, и в показаниях сейчас ошибки нет. То есть вопрос исчерпан. Показания соответствуют и тем показаниям, которые внесены в абонентскую базу. Счетчик стоят 55-256 кубов. Счетная исправность счетчика, я как ранее сказал, это счетчик механический счетчик, который мы видим, да, мы видим, да, каких нарушений вроде бы визуально по этому прибору учета газа нет. Я бы озвучила тот вопрос, что у меня была нестыковка показаний, потому что я поехала сдать свои показания. Вот, пока звоню по телефону, на телефон не отвечает. Так получилось, что я поехала, сдала свои показания. Мне сказал оператор, что эти показания неправильные, что вы принесли не те данные, что у него данные показывают больше. Вот, и он сказал мне, по спутнику мы получаем на наши эти показания получаем, а есть сейчас показания. Сейчас вот приехали, выясняется, что у меня показания, видите ли, совпадают. До сих пор они, когда я ездила, не совпадали, но сейчас они совпадают. А кто вам именно такой озвучил? Оператор? Оператор, который сидел в горгазе. Еще один абонент обратился к газовикам только уже с другой проблемой. У него с 2021 года отсутствуют показания в базе данных по причине длительных отъездов за пределы региона. Из-за того, что цифровые показания передаваться раз в нормативное решение по нему. От обращения его жут куда эндер вопроса разбираться до он ластежу в базе показания духа его хамдатчу. Чисто из-за того, что показания нет, нормативное решение идет по квадратуре. حابب أخشش حاجة زبط رزق ديانت
Все нормально. Хамда, подъезд. Газовики планируют провести рейд и по абонентам с дебиторской задолженностью. В свою очередь предлагают жителям погасить долг за потребленный ресурс. Если не полностью, то хотя бы частично. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Новости 24.